наш коллектив Искренние выразить соболезнования. соболезнования. Искренне, пусть земля ей будет. Орден Джаннатта болсын. Она спасла от экстремизма людей. Да. Потому что нужно было именно знающего человека слова. А это переводы, тафсиры, аяты из Корана, и которые вы помогали ей. Они и сегодня в наших сердцах. Альхамдулилля. Это лучшие тафсиры, лучшие переводы Корана, которые мы видели, особенно в новый период. Когда я с ним познакомился, она говорит, я знаю, что есть создатель, суперсила, который создал мир. Мне не нравятся все книги, которые я читал, не нравится мне Библия, не нравится Талмуд, не нравится Кришнаиты. Подходит не совсем к душе. Я хочу делать новые религии для людей. Я сказал, хорошо, а ты сама создала эти люди. Кто делает машина, делает каталог. Кто делает компьютер, делает каталог. Тот, кто создал суперсила, который ты говоришь, который создал наш мир, он дал нам каталог. А какой каталог? Я сказал, Коран. А где это Коран? Я сказал, иншаллах, если познакомимся, если продолжаем наша дружба, мы покажу тебе. Потом я начал сказать о Коран. Я сказал, выходи замуж. А как ему сказал, Коран, что научит тебе Коран? Она говорит, я согласна. Наш Коран был Коран. Когда она познакомилась, сказать, ой, никогда не умру, пока не доложу эту информацию всем моим братьям, все мои сестры, что все граждане СССР узнали, что такое ислам, что такое Коран. Альхамдулилля, Аллах нам помогал. Для меня это тоже большая потеря. Мы познакомились не 20 лет назад, когда я сам принял ислам. И вот в то время, которое прошло, 90-е годы, 2000-е годы, эта эпоха была возрождения ислама в России со всеми трудностями, горестями, трагедиями, которые тоже происходили и связывались с мусульманами. И в это сложное время озаряла всех светлая, жизнерадостная улыбка имама Валерии. На 79-м году жизни покинул этот мир профессиональный переводчик, синхронист и мусульманский общественный деятель Валерий Иман Порохов. Со словами искреннего соболезнования в адрес близких и родных Валерия Иман Михайловна обращается от имени главы мусульман России, от имени Совета Муфтиев Духовного управления мусульман и себя лично выражаю искренние чувства соболезнования в связи с кончиной уважаемой Валерии Иман Пороховой. А вот труды Валерии Михайловны действительно помогли сотням тысяч и россиянам, и русскоговорящим людям обрести свой путь, свою дорогу к исламу, к Богу и в наши храмы. Мы, как молодые имамы, готовясь к проповеди, всегда выбирали, какой же перевод Корана использовать, чтобы более четко, более глубоко до сознания верующих людей донести прекрасные аяты смысла Корана. И каждый раз убеждался, что лучше, чем Валерия Михайловна, никто не справился с этой работой. Иман Валерия Порохова мы знали как великого человека, просветителя, так же как первую женщину переводчества священного Корана на русский язык. Это были далекие, скажем, 90-е годы, когда еще только-только начали создаваться исламские центры, да, первые исламские центры, создавался Московский исламский колледж. Она также приходила сюда, давала свои первые публикации, первые, вторые, третьи выпуски. Устав я тоже получал. У них дух так легко, дышала, и вдруг остановилась. Слава Богу, что последние 3 дня она вообще не мучилась. А до этого, конечно, европейская больница, очень дорого, и там мучились, там постоянно на капельнице. Но, альхамдулилля, 3 дня дома, там было очень спокойно, слышала Коран, повторила ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах,
сказали, она любит слово «Я латиф». «Я латиф» — это обращение к Аллаху Субхану ва Тааля. Латиф — это крайне нежный, крайне добрый, крайне... Лутф — это арабское слово, которое вообще имеет сотни значений. Самое, как вам сказать, смысл, который доброта, нежность. И она повторила это, альхамдулилля. Я латиф, я Аллах, я латиф. Это была великая женщина, интеллектуальная, культурная. Значит, вот никогда наши встречи, у нас было, ну, мы с ней давно дружили, вот мы к ним домой ходим, но таких коллективных встреч у нас было 4. И вот пока на все вопросы нашей молодежи она не ответит, значит, да, она никогда, мы не заканчивали встречи, иногда задерживались на час, на 2, и вот она по значит, никьяху, по воспитанию, по загробному миру, по какому-то, она настолько предметно, доходчиво вот, объясняла, ее завораживающе все слушали, конечно, да. Стало со всех регионов, со всех стран мира пишут очень раскрыто, пишут очень красивые слова, пишут, не жалея слов, эмоций, красивых оборотов. Это показывает, что человек был действительно очень достойный. И мне кажется, главная заслуга мамы в том, что она, будучи человеком русским, принявшим ислам, она в какой-то степени стала таким наднациональным, надкультурным, объединяющим фактором мусульман всех России, независимо от региона, независимо от национальности.